получали прибыль. Первый этаж Домушкова снимали магазины, кафетерии, престоль, где можно было всегда выпить ароматную чашечку чая душистого господина Гуркина, а также типография, издательство, музыкальный магазин, книжный магазин. Все это на первом этаже. И все это у нас с вами осталось вот за этой дверью, которой, конечно, не было в Домушковых. Эта дверь появилась уже в библиотеке, когда нужно было дать возможность пройти в отдел библиографический, будем считать. Мы с вами сейчас оказались уже в той половине дома, где Ушковы жили и встречали своих дорогих гостей. И вот за вашей спиной та самая подлинная, входная, парадная дверь, над которой со стороны улицы можно увидеть вензель ЗУ, но с нашей стороны красивая дубовая дверь с резьбой, посмотрите, через которую когда-то входили Алексей Зинаида Ушкова в свой собственный дом. И заметьте, ручки в виде голов льва здесь тоже подлинные и тоже сохранились. Здесь же Ушковы встречали своих дорогих гостей и провожали в парадную залу, попасть в которую нужно было, поднявшись по ступеням парадной лестницы. Вот с парадной лестницы мы с вами сейчас и начнем изучать красивый дом Зинаиды Николаевны Ушковой. Прошу вас. Оформляется камень в стиле шануазри или китайщина, а вот символом Китая по сей день нам с вами известно являются драконы. И вот драконов, посмотрите, на парадной лестнице в доме Ушковых немало. Одни драконы, посмотрите, поднимаются на второй этаж по лестничным перилам. Другие драконы украшают по сей день стены парадной лестницы, но драконы везде, драконы повсюду. И в виде ручек дверных вы тоже видите драконов. И это не последние драконы, которые сегодня встретятся вам в доме Ушковых. Ну и хочу ваше внимание, конечно же, обратить на яркие, красочные витражные окна. Они были выполнены еще в 1905 году в мастерской Шарля Шампиньоля в Париже, о чем свидетельствует подпись на левом окне, в правом нижнем углу под листиком. Видите, кто рядом стоит? На наших окнах вот уже 115 лет цветет сакура, а сакура является по сей день любимым цветковым растением в Японии. На правом окне, посмотрите, распустился яркий красный колокольчик, желтые ирисы, птица-петух присутствует. Посмотрите, с каким любопытством, с каким вниманием сверху на нас с вами посматривает большой красочный фазан. А вот над головой над нашей уже распустился цветущий японский сад. И опять-таки же видим сакуру, а кроме этого гиацинты, хризантемы. Под ногами распустился древовидный пион, и ирисы распустились под ногами. Под ногами у вас сейчас мозаичная работа. Под ногами у вас сейчас полудрагоценные камни. Это яшма, родонит, гранит, агат, лазурит. И все это Кармювки положил к ногам Зинаиды Николаевны Ушковой. К ногам Зинаиды Николаевны Ушковой он положил и черный мрамор с золотыми прожилочками, с которого сделаны ступени парадной лестницы. Очень редко встречается в природе. И сегодня очень большая редкость, стоит баснословных денег. В доме Ушковых сохранились подлинные. Ну и, конечно же, хочу вас познакомить всех с нашим талисманом дома, с нашим хозяином дома. Вот он, японский самурай, который является, с одной стороны, украшением главного парадного входа, с другой стороны, очень радуется за то, что в дом Ушковых по сей день не пустует, что в дом Ушковых и сегодня приходят люди. Но и очень любят, замечу я вам, что когда ему почешут пузика, но бережно и ласково. Нужно почесать пузика нашему хозяину дома, загадать желание, и желание обязательно сбудется. Ну а пока мы загадываем все желания, вспоминая каждое о своем, я хочу ваше внимание, милые дамы, прежде всего вас, обратить на наше настоящее, сохранившееся в доме Ушковых венецианское зеркало. Вот в этой дубовой, резной раме оно сохранилось в доме Ушковых. Считается до сих пор, что венецианское зеркало дает самое правдивое, самое мягкое отображение. Так что венецианское зеркало, что перед вами, никогда ничего и никому не прибавит, но никогда ничего и никому не убавит. Поэтому не зря говорят самое правдивое отображение. Но все же замечу, что издревле считается, что венецианское зеркало дает самое прекрасное отображение. Так что сейчас вы здесь себя увидите стройными, красивыми, молодыми и, главное, здоровыми. А мы с вами поднимаемся на второй этаж.
свет является маленькая дверь. Посмотрите, вот она перед вами. Что-то поднимается мимо этой двери. Маленькая дверь, нарядная, ажурная, красивая, которая украшала дом Ушковых и делила дом Ушковых когда-то на две части. В одной части дома Ушковы жили, в другой части дома работала прислуга. Дверь одна, но имеет совершенно два разных, непохожих лица. Как вы понимаете, мы с вами сейчас находимся в той части дома, где Ушковы жили. Поэтому с нашей стороны действительно дверь выглядит очень нарядно. Посмотрите, здесь сохранилась украшающая по сей день дверь подлинная резьба по дереву, где основной темой, как и темой всей парадной лестницы, являются цветы и птицы. В центре в раме мы с вами видим живописное полотно с металлическим напылением, где изображена священная гора Якуния, гора Фудзияма. Другое лицо этой двери совершенно выглядит иначе. Как, мы с вами чуть позже увидим, чуть-чуть наберитесь терпения. Ну а поднявшись на второй этаж, невозможно не заметить, как и на первом этаже, украшающие яркие красочные витражные окна. Они также были выполнены все в той же мастерской Шарля Шампиньоля в Париже в 1905 году. Если поднять голову наверх, то мы с вами увидим красивый живописный потолок. Мы с вами увидим здесь представленные сценки из японской китайской жизни. И вот всю эту красоту подсвечивают, посмотрите, 4 дракона, которые верой и правдой служат дому Ушковых вот уже 115 лет. Это единственные светильники, это единственные световые приборы, которые сохранились подлинные в доме Ушковых с момента постройки дома. Потому что все остальные уже люстры, в том числе люстра, что перед вами, это уже та люстра, которая была закуплена, приобретена библиотекой. Стены парадной лестницы по сей день украшают подлинные серого цвета стены-панно, обрамленные, посмотрите, деревом и имитацией под бамбук. А вот имитацию под бамбук Карнувский также использовал при оформлении парадных дверей. Вот за этой высокой, красивой, парадной дверью когда-то работал Алексей Ушков. За этой парадной дверью находился рабочий кабинет хозяина дома. Чуть позже мы с вами в кабинете обязательно побываем. Сейчас же хочу вас всех пригласить в главную парадную бальную залу пройти. А они тоже были электрические? Электрические лампочки. Лампочки сейчас, конечно, парадная зала дома Ушковых, где мы с вами сейчас находимся, это самое большое помещение в этом здании. Карнувский оформляет парадную залу в стиле ампир. Здесь мы с вами видим сохранившийся электрический потолок. Мы с вами видим, что при оформлении любого потолка Карнувский использует большое количество позолоты. И обратите внимание, на ледяном потолке мы с вами сейчас можем посмотреть, присутствует военная атрибутика, кот, мечи, шлемы, бетоны, чащиеся кони, гаргоны, медузы над головой. Это все было характерно для стиля ампир. А также, заметьте, в медальоне мы с вами видим букву «Н». Наполеон считается, что Алексей Ушков был бонапартистом. Главный рисунок ледяного потолка, заметьте, огромный рот, занимает практически всю площадь ледяного потолка. В центре круг, платон, отражается на рисунке пола. Только посмотрите, пожалуйста, на полу мы с вами видим наоборот большой круг и своеобразный пол. Красивый наборный паркетный пол здесь сохранился. Но, к сожалению, не сохранились дорогие, некогда украшающие стены парадной залы, обои. То, что мы с вами видим, это уже была библиотека. Когда дом Ушкова строился, это начало 20 века, электричество было, водопровод, канализация работала, но печи, камины в доме Ушковых тогда еще только топились дровами. Центрального отопления в городе Казани не было. Но посмотрите внимательно, в этом большом зале мы с вами не видим ни одной печи, потому что находились они на первом этаже. На первом этаже топили, но благодаря воздухотвору, красивые решеточки на стенах мы с вами видим, благодаря воздухотвору воздух поднимался, таким образом оказывается красивая парадная бальная зала. В доме Ушковых сохранились все подлинные венецианские окна, дубовая рама, охранная браунные подоконники. В этом большом зале, заметьте, есть маленькая дверь. Через маленькую
маленькую дверь всегда можно было выйти на красивый ажурный балкон. А вот балконные решетки, что мы с вами видим за маленькой дверью, были выполнены когда-то в Санкт-Петербурге в мастерской Сангале. В этом красивом парадном зале всегда встречали гостей дорогих. Зинаида Николаевна очень любила приглашать в дом артистов, музыкантов, композиторов, художников. Но все-таки самым любимым местом отдыха Зинаиды Николаевны, конечно же, был зимний сад, куда мы с вами сейчас и проходим. Зимний сад, замечу, появился в доме Ушковых не случайно. Зинаида Николаевна очень любила цветы, очень любила растения. Ну, а любящий муж Алексей Ушков решил для Зинаиды Николаевны в доме сделать вот такой сюрприз-подарок. И Карл Мюфке оформляет для Зинаиды Николаевны по просьбе Алексея Ушкова настоящий зимний сад в виде искусственной пещеры или грота. Мы с вами видим, что стены грота украшает необычная лепнина. Вот эту лепнину Карл Мюфке сделал благодаря настоящему волжскому речному ракушечнику, который скрепляет цементом и добавляет для крепости яичный желток. Каждый сталактит в гроте по сей день именно на том месте, где когда-то им определил Карл Мюфке. А вот ручками прошу ничего не трогать. Ну а теперь представьте, что в хорошую солнечную погоду, как сегодня, прямые солнечные лучи, посмотрите, проникнув в грот через 3 огромных окна, которые занимают всю стену грота, отражаются в маленьких кусочках зеркала. В нише мы с вами видим наверху маленькие кусочки зеркала сохранились. Видите, поблескивают. Внизу, к сожалению, не сохранились, не остались. И вот когда-то, отражаясь в этих маленьких кусочках зеркала, прямые солнечные лучи создавали здесь блики или солнечные зайчики, которые, если бы сейчас прямые солнечные лучи попали бы в наш грот, тоже появились благодаря вашим уже только телефонам. Прямые солнечные лучи когда-то отражались и преломлялись в брызгах фонтана. Вот видите, на полу не сохранилась плиточка. Здесь был когда-то фонтан. И вот преломляясь в брызгах фонтана, прямые солнечные лучи создавали здесь явление, которое называется искусственной радугой. И буквально зимний сад превращался в такую вот сказку в доме Ушковых. Но фонтан демонтировали еще при жизни в этом доме самих Ушковых. Во всяком случае, фотография последней уже не показывает здесь наличие фонтана, а уже показывает, что здесь в огромной парке росла огромная тропическая пальма, которая тоже не сохранилась. Но сохранился, посмотрите, аквариум с аквариумной рыбкой и раковиной. Из рыбки вода текла в раковину, из раковины в аквариум сегодня сохранилась в рабочем состоянии. Вода отключена только по причине начала использованных работ. Рыбки отсутствуют все по той же причине. Ну а мы, несмотря ни на какие причины, продолжаем ухаживать за цветами, но поливаем сегодня все цветы в гроте только вручную. Когда-то я об этом полностью позаботился. Здесь была создана для полива цветов искусственная система орошения по трубам, по шлангам, каждому цветочку до самого верха. А вот посмотрите, выше люстры можно увидеть ниши, шла вода по трубам и по шлангам. Но эта система сегодня не работает, поэтому сегодня поливаем только вручную. Будет ли система орошения восстановлена во время реставрации, тут сказать сложно. Как мы понимаем, вся эта система, все эти трубы находятся под лепниной. И частичку этой маленькой трубы, подзабевшей, сегодня можно увидеть. Тут она, видите, главное, а это вот тоже видите, находит тоже труба. Так что все это, наверное, все-таки восстановят реставраторы, но каким-то другим способом. Ну а мы с вами... А чего это сделали? Это ракушечник речной волжский. Скрепляется цементом
добавляется яичный желток. И вы смотрите, как в настоящей пещере поблескивает, сюда тоже добавлено. Так что действительно Карнуфке был не только талантливым архитектором, но еще очень творческим таким А долго человеком. этот вообще дом строился? С 1904 по 1906 год. Всего 2 года? Всего. Как быстро. Ну а мы с вами сейчас сделаем фотографии. Сюда мы с вами не возвращаемся. Дом у нас не маленький, впереди немало залов. И первый зал после зимнего сада, куда я вас хочу пригласить, был залом, который назывался в доме Ушковых «Мужская курительная комната». Но курить не будем.